Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Моя хорошая глупость очередная. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. А доказательство вот. Я спрашиваю любого филолога, как начинается сказка о рыбаке и рыбке. Мне все говорят, так, жили-были старик со старухой у самого Синего моря. Правильно? Правильно говорят филологи, правильно говорят академики, правильно говорят профессора, правильно говорят ученики. Жили-были старик и старуха у самого Синего моря. Старик ловил неводом. Неправильно. Это был бы не Пушкин. Жили-были старик со старухой. Это самое обыкновенное начало сказки. Пушкин жил старик со своею старухой. Разницу чувствуете? Потому что еще пока своя. Пушкин дает код. Своя, родная, 30 лет и 3 года вместе. Ну, плоть от плоти, жадная. Ну, бывают и такие старухи. Ну, и бог с ней, любимая, черт побери. Любимая. Дальше. Где они жили? У самого Синего моря. Спрашиваю филологов, где? Говорят, ну как, у моря? У самого моря. Неправда. У самого Синего моря. Это второй код Пушкина. Пока по мере желаний старухи она перестает быть своей, а море меняет цвет. Помните, помутнело, почернело Синее море. Море перестает быть синим. О чем я сейчас говорю? О культуре. О другой школе, об умных педагогах, которые такое вытворят, что дети после этого все свободное время будут книжки читать, а не лазить по порнографическим старым картинкам интернета и по всяким там фараонам и группам с матом. Нет. Почему? А потому что школа делает вид, что она из 19 века. Что она из тех времен, когда 2 программы телевидения, по первой Брежнев, по второй Косыгин. И газета «Правда», в которой правда. И все. Мы живем в совершенно другом мире. Это все должно измениться. Почему? Потому что сегодня не учителя, а информаторы. Не Иван Петрович, который сказал прочитать про Джамалугму 116-ю страницу. А интернет, в котором 500 тысяч ссылок на Джамалугму, на высочайшую вершину мира. Оттуда можно спуститься, узнать про Тибет, про древние культуры, про древние знания, про тень учителя и так далее, и так далее. Какая же это школа? Сегодня любой нормальный интернетный мальчик даст 100 очков вперед старому доброму Ивану Петровичу, у которого дома на полке книжка «Методика преподавания географии» в 5 классе средней школы. Там, где культура уже на 2-м месте, на 1-е придется вытаскивать деньги на здравоохранение. Потому что люди без культуры болеют. Все, что мы делаем, это эквивалент культуре. Потом, любая страна велика тем, что она внесла в мировую копилку цивилизации, а не тем, сколько колбасы она съела за энный период времени. Это же понятно. И это серьезно, это важно. Но